Буквально несколько дней назад весь мир и наша страна в том числе наблюдали фееричное выступление артистов из Республики Абхазия на международном музыкальном вокальном конкурсе «Новая волна-2025», которое состоялось в городе Казани в Республике Татарстан. Сегодня гостями студии являются наши именитые артисты Альдона Цкуа и Армен Хачатурян. Здравствуйте, ребята! Очень рада видеть вас в гостях сегодня, тем более после такого масштабного, фееричного выступления на таком значимом конкурсе. Хотелось бы, конечно, прежде всего вас поздравить, потому что и для нас, жителей Абхазии, и, думаю, для всех ценителей музыки это было поистине знаково, и это как бы произвело определенный фурор не только среди музыкантов, но и вообще в целом. И я думаю, что ваше выступление дало такой новый импульс, новое начало для наших музыкантов, представителей вашей профессии из Республики Абхазия. Это своего рода такой толчок для дальнейших музыкальных изысканий на большой сцене. Хотелось бы с вами поговорить о деталях вашего участия. Как поступило предложение, от кого поступило предложение для участия в таком престижном конкурсе? Пожалуйста, если можно. Кто начинает? Армен, давай по иерархии. Я хотел уступить. Не будем нарушать. Девушки. В общем, мы еще вот в такой эйфории находимся, потому что на самом деле это невероятное чудо случилось, что мы туда попали и что предоставилась такая возможность представить нашу республику на международном уровне. Вот, как поступило предложение? Ну, у нас, я не знаю, знает ли аудитория? Да, знает ли аудитория, у нас дружба была тесная очень с Бедросом Филипповичем Киркоровым. Вот, Царство Небесное, его сейчас нет. И как-то у нас сложилось так с Альдоной, что мы услышали песню «Одна любовь», которую написал Игорь Яковлевич Крутой. И нам она настолько понравилась, что я набрался смелости, позвонил Бедросу Филипповичу и сказал: Бедрос Филиппович, нам нужна фонограмма вот этой вот песни. В общем, ну, долго не заставил он ждать, буквально несколько там мгновений он перезванивает и говорит: я созвонился, Игорь Яковлевич дал свое согласие на исполнение официально этой песни. Вот, и множество раз уже я уверен, что Игорь Яковлевич послушал нас, надеюсь, был в восторге. Ну, насколько мне известно вот из СМИ, что именно маэстро Игорь Крутой и пригласил вас для участия, это как бы дорогого стоит. Да, вот, ну еще была такая предыстория, значит, мы в прошлом году собирались поехать на «Новую волну», но мы чуть-чуть опоздали. Не чуть-чуть, а за неделю буквально мы хотели выступать на «Новой волне», но, к сожалению, там за минимум полгода нужно все это делать, собирать, в общем, потому что это федеральный канал, это регламент определенный существует. Вот. И как-то получилось так, что мы с Альдоной в такой один момент решили, что мы хотим не просто поехать сами, а мы хотим поехать как бы от лица государства. Вот, и мы решили оповестить об этом Бадру Зурабовича. Он, кстати, поддержал полностью эту идею, потому что я сказал, это очень важно, на таком уровне никогда еще не было, чтобы дуэт из Абхазии поехал официально. Да. Вот, он поддержал эту идею, и мы очень благодарны за то, что вот так вот сложилось все. Да, при поддержке государства, президента, да, вы, мы, конечно, принимали участие. Ну, мы так и хотели, в принципе. Да, я считаю, что это правильно, потому что все-таки, исходя из наших взаимоотношений, да, в культурной сфере Россия-Абхазия, это важно как для нашей стороны, так и, безусловно, я думаю, для дальнейших отношений с Российской Федерацией в том числе. Альдона, вот вопрос к вам. Все-таки по репертуару, чья инициатива выбора произведения, какие у вас были дискуссии на этот счет, какая-то, может быть, полемика, споры, я не знаю, на что вы делали уклон при подборе произведения на таком серьезном музыкальном конкурсе?
Ну, как таковой дискуссии, полемики у нас не возникло, потому как мы отправили музыкальный материал «Новую волну», и вот, собственно, был отбор наших песен, и почему-то вот они решили, Значит, принимали решение они, безусловно, да? да, принимающая сторона. Не, ну, естественно, с нами согласовывали. Да. Но конечно. вы несколько произведений отправляли Да. на просмотр. Да, и причем там там уже- было произведение Игоря Яковлевича Крутого. Мы были абсолютно уверены, что он сделает выбор на своем репертуаре, но получилось так, как получилось. Собственно, вот выбрали Да, голос. в этом году просто не было вечера Игоря Яковлевича, как обычно, да, бывает, да. по каждый его год. сожалению. произведениям, да? Ну да, именно посвященный вечер Игоря Яковлевича, абсолютно все поют только его произведения. Вот. Были многих артистов вечера там, а вот Игоря Яковлевича не было вечера. Ну, я думаю, что поэтому- еще все впереди. И на следующий год, быть может, вы также сможете принять участие. И мы все будем держать кулачки за вас. И, может быть, Спасибо. кто-то из других наших артистов сможет поучаствовать. А вот хотелось бы мне еще поинтересоваться. Отношение именитых российских звезд к нашим звездочкам из Абхазии. Это очень важно, потому что когда ты новый человек на большой сцене, ты всегда ощущаешь, да, вот эту энергию, какой-то взгляд, может быть, брошенный невзначай, какие-то слова. Хотелось бы ваше восприятие, отношение к вам, да, вот как вас приняли звезды российской эстрады и члены жюри. Это вот тоже, наверное, имеет значение. Очень многие думали, что мы будем участвовать Конкурсе. непосредственно в Конкурсанты, да. конкурсе, да. Но мы были приглашенными Да. артистами, Вы да, были не хочется как вводить будто- в иллюзию, так скажем. Нет, да. нет, мы как раз об этом и скажем и говорим, в принципе, Да. что вы были гостями фестиваля, Да. но, безусловно, внутри вот всей этой кухни, фабрики взаимодействие какое-то осуществлялось на протяжении нескольких дней, да, конкурсных и в итоговом мероприятии. Поэтому, наверное, все равно сложились какие-то теплые, дружеские отношения со звездами российской эстрады. И также вот не могу не отметить реакцию Андрея Малахова, ведущего, который так тепло отзывался о вас, о нашем дуэте. Это тоже, я думаю, что заметили все зрители, которые ждали вашего участия и смотрели ваше выступление. Кто-то здесь говорил, что скучают и снова хотят видеть Филиппа Киркорова. Мы должны сказать, что в 2010 году Филипп Киркоров вместе с Анной Нетребко в дуэте исполняли следующую песню в Юрмале. А сейчас эта песня прозвучит от наших гостей из Абхазии, которые повторят сегодня этот знаменитый дуэт, и я надеюсь, этого исполнения вам понравится. Итак, мы приглашаем на сцену Армен Хачатурян и Альдона Цкуа. Встречаем! Все равно важно отношение, почувствовать, да, какое отношение к тебе испытывает тот или иной там, конкурент по сцене, либо там, коллега и так далее. Вот. Ну, Ну, я думаю, у вас харизмы достаточно, помимо Да, ну, профессионализма. знаете как, ну, несмотря на то, что уже есть какой-то определенный уровень медийности, да, и все-таки мы новые люди, потому что мы выступали на большом гала-концерте, где только звезды, ведущие российской эстрады. Вся эпоха, казалось Да. бы, да, представлена. В общем, были бы звезды еще и западные, но, к Да. сожалению, мы знаем, Ну да, да, что по- происходит сейчас. Вот, и так внезапно ворваться в этот весь звездный состав, конечно, наверное, было для кого-то это каким-то, ну, наверное, где-то удивлением было. Но все-таки при всем при этом, я считаю, что нас очень тепло все приняли, и все улыбались, и, в общем, мимо Но никто не проходил. эта энергетика считывалась, положительная энергетика. Конечно. Вот даже по ту сторону экрана очень как бы все это Все понимали. были очень да, да. доброжелательны.
так Абсолютно добры были все. к нам, да, с такой теплотой и любовью. Для нас это было действительно как-то неожиданно и очень приятно. И что не могу не выделить, ваш образ, сценический образ, который был, ну, настолько вы попали в точку с произведением, с костюмами, и вот настолько все это было органично, что, ну, вот я думаю, что это не лесть, а на самом деле это чистая правда. Вы Спасибо. Спасибо выглядели большое. как настоящие звезды. И наша страна, я думаю, что каждый житель страны был горд за то, что страна была так представлена достойно на такой большой сцене. Для нас это большая Ну, честь. для на нас самом это деле. большая честь, это была огромная ответственность перед страной, представлять нашу любимую Абхазию на таком международном уровне, на такой сцене. Как я сказала, это великое Да, это счастье выступать на легендарная этой сцена. великой сцене. Я бесконечно благодарна Вселенной, Богу, что нам предоставилась такая возможность. Это действительно чудо, которое свершилось. И, конечно, мы очень благодарны Бадру Зурабовичу за то, что он поддержал нашу сумасшедшую, казалось бы, идею. Для кого-то это Да, было инициатива невозможным, такая даже была. для нас, так скажем. Но это свершилось. Спасибо за его гуманность и вообще за, За то, понимание, что, за вообще, понимание. Бадру конечно, Зурабович у нас номер о один. важности, о значимости как раз вот аналогичных мероприятий в формате Россия, Абхазия и, может быть, и с другими странами впоследствии в том числе, потому что именно культура является двигателем, да, прогресса любого государства. Я не устаю Безусловно. об этом говорить. Посредством культуры мы Абсолютно, да. узнаем и другие страны. Но не могу не спросить, вот ваше произведение, которое вы исполняли, оно было исполнено в каком-то определенном жанре. Я не очень сильна в этом. Я хотела бы, чтобы вы немножко рассказали и мне, и в том числе и нашим зрителям прежде всего, как как пришла идея исполнения в этом жанре и как именно этот жанр называется, и готовы ли вы дальше работать в этом направлении? Может быть, посоветуете другим нашим артистам, начинающим, также использовать этот жанр в своем творчестве? Эти фишечки. Да, Эти фишечки. фишечки, да. Ну, нам безумно нравится этот жанр. Этот жанр называется стиль кроссовер. Это Смешанный. смешанно, да, это смешение жанров, Эклектика так своего скажем. рода, да, Да. получается? Армен, даже если я не ошибаюсь, писал дипломную Да, работу да, по дипломную работу, кроссоверу. песенки Да. я писал именно. Просто, насколько я знаю, вы как бы по образованию Альдона это классическая исполнительница, да, классические. Армен, да, собственно, да. тоже является а я думала, оперным. да. Мы как оперные певцы А я закончили. думала, Армен Нет. эстрадник. У нас просто очень да. гибкий. Да, да, да. Ну, Но зародилась такая идея, почему? Потому что все-таки классика, она, наверное, вечно. она, Классика да, вечна. она, безусловно, это невероятный жанр, и Основа. он никогда, наверное, не останется в стороне. Просто мы сделали так, чтобы было более ближе к народу, более ближе, Доступнее, да, доступнее, более да, ближе на к восприятие, восприятию. да. Вот, поэтому, ну, я считаю, что это сейчас один из самых дорогих жанров, наверное, в Ну, музыке. такой динамичный Но он стал, подход да, конечно, таким чувствуется, динамичным да. в 80-х годах. Самая первая, наверное, Да. композиция была, если мне не ошибаюсь, «Барселона», которая Да, исполнила Монсеррат Кабалье Монсеррат с Кабалье Меркури. с Фредди Меркьюри. Это был даже точно. 1987 Да-да-да, год, год точно. моего рождения. Вот почему я и Обалдеть, запомнила. я не помню. Да, и после уже, конечно же, это практиковал. Но сейчас многие звезды работают в этом Многие, жанре. да. Ну, в Европе После это нас. больше Да-да. популяризировано, После да. нас, кстати, Билан стал петь Повороте, с, кстати, вот если вы помните, Да, я помню, что да, Повороте есть and несколько, Friends, да, да, вот, и он давал такие потрясающие масштабные концерты в стиле кроссовер. Но я думаю, у вас это очень хорошо получается, и вы прям достойный пример для подражания для других наших музыкантов, и не только наших. Как зритель я получила, конечно, удовольствие прям до мурашек. Это было вот такое, Если были знаешь, мурашки, да, то да, уже- это да, было это уже круто, всё, это потолок. было очень круто. И к чему я говорю, почему я это даже затронула. Все было настолько органично. Можно спеть качественно, да, Да. вот вы как музыканты знаете, чисто, но не трогает душу. Можно Проживание выглядеть, было, да, было. можно Какой-то образ выглядеть не очень, соответствует, да, да. красиво, там, статусно, но исполнение. А у вас все сошлось воедино, потому Армен что там вы и в режиссуру влез, чтобы да, ты понимала. Там вы у нас испели была вообще шикарно, другая да. постановка. Потом эмоционально это все считывалось, ваши лица, ваша мимика, вот жесты, все это так вот сошлось, я не знаю, как звезды Ты знаешь, сошлись все-таки, или да, так аристократично выглядело. То есть Я минимум
одним да, движением. я думаю, что все-таки природная составляющая вот нашего народа, скажем так, вот такой микс, Однозначно. да, вот культур, которые существуют в Абхазии, это все накладывает отпечаток, и это все выдалось вот в таком вот продукте в качественном. Я считаю, что круто, очень Вот, круто. Спасибо конечно, большое. эффектно было то, что мы прошлись еще Да, по да, дорожке, потому что этого не было в режиссуре. Мы стояли так статично, все понятно, и там этот Андрей Царь, главный режиссер «Новой волны». Вам все нравится? Ну, тут Армен, конечно Да, же, да, врешал- конечно. Я вмешался, Да, я не могу, вмешался, да, я он просто не говорит, могу нам не оставить нравится, без что внимания. мы стоим, нам нужен какой-то конечно, эффектный да, выход, проход. конечно, да. Давай, говорит, мы вот на кульминации пройдем по Ну, дорожке. вообще, да, логично, потому что все время статично Но стоять это в одной имело точке, место быть, да, это на очень самом круто, деле было да. эффектно. Если поговорить немножечко о будущем, поступали ли и поступают ли предложения о совместной работе с композиторами из России, с именитыми музыкантами, может быть, исполнителями? Может быть, на сегодняшний день уже есть такие предложения? И если есть, то с кем и в каком формате, если можно? Или это С секрет? российскими композиторами. Ну, звезды, певцы, музыканты, там, я, я не кстати, знаю, сейчас композиторы. Может быть, и маэстро Крутой вам предложил какое-то свое Нет, произведение. маэстро Крутой пока воздержался, он, наверное, сейчас... Ну, он думает, да, я он думаю. сейчас все это тщательно переваривает, все это выступление наше. Я думаю, что он все-таки где-то его зацепило. Ну, я тоже думаю, Да. что невозможно было не зацепить, да. Ну, Ну. я так понимаю по улыбке Альдоны, что она хочет пока этот секрет сохранить. Ладно, не будем как бы... Не, ну, скажем так, есть действительно перспективы. Ну, мы не строим планов, Белл, потому что все получается так, как получается в моменте, и хочется, чтобы уже увидели готовый продукт. Ну, судя по вашим лицам, я вообще могу сделать такое заключение, что все-таки выступлением своим вы остались довольны. И не только вы, я думаю, что и все, да, и все остальные, в том числе, которые принимали участие и наблюдали за вами. И я думаю, что, скорее всего, в голове тоже сейчас какие-то одолевают мысли о будущем творчестве. И я думаю, что все это реально, потому что вы талантливы, вы энергичны, а самое главное, вы очень любите свою профессию. Для артиста, я думаю, это очень важно. А что касается нас, зрителей, то мы всегда поддерживаем своих артистов, всегда трепетно по ту сторону экрана держим кулачки и сопереживаем. И я думаю, что абсолютно уверена даже, что у вас прекрасное будущее на Спасибо. большой сцене. И наша страна очень горда вами и вашими коллегами, нашими артистами, которые Спасибо так большое. так правильно транслирует культуру в массы, культуру в мир. Не только культуру Абхазии, а вообще общемировую культуру, музыкальную культуру. Это очень важно и важно для развития государства в целом. Поэтому от себя лично и от коллектива АГТРК я желаю вам всяческих успехов в дальнейшей вашей творческой деятельности, чтобы все, о чем вы мечтали, в профессии, все воплощалось в реальность. И мы ждем от вас новых, красивых творческих проектов Спасибо. на большой сцене. Спасибо вам за участие. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо за приглашение. Можешь ли в секрете ты хранить в секрете музыку мою? Обещай, что можешь, обещаю тоже, тайну сохраню. О-о-о-о. Я тайну сохраню. Лети, любовь, я слышу голос твой. Лети, жизнь моя летит с тобой.
разгадаю музыки одной. Все откроет тайны, все